Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Проект «Растем с Якутией», инициированный целевым фондом будущих поколений республики при поддержке Алроса, стал одним из наиболее репрезентативных исследований в области детской психологии и педагогики в Дальневосточном федеральном округе. Это масштабное и долгосрочное научное исследование, посвященное комплексному изучению современного детства. Каковы итоги первого подробного исследования, мы сегодня поговорим с Юрием Семеновым, директором автономной некоммерческой организации гармоничного развития детей «Лаборатория детства». Юрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вот о чем. Проект «Растем с Якутией», насколько я понимаю, завершил свой первый пятилетний цикл исследований. Давайте поговорим о масштабах работы, какие исследования проводились, какие задачи решали ученые и что удалось выяснить. Прежде всего, нам необходимо сказать, что благодаря вот той замечательной идее, которая была инициирована первым президентом нашей республики в 2019 году в рамках большого форума развития дошкольного образования, развития детей Республики Саха-Якутия, благодаря поддержке Арсения Сергеевича, акционерной компании «Алрос» и целевой фонд будущих поколений создал лабораторию детства, который был направлен именно на научно-исследовательские проекты и на их основе разработку современных учебно-методических материалов, направленных на развитие детей, масштаб которого прежде всего охватывал все территории Республики Саха-Якутия и должен был привлечь большое количество ведущих ученых нашей страны. Это нам удалось. Мы смогли привлечь ученых Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, нашей колыбели якутской интеллигенции Северо-Восточного федерального университета, в частности, Института психологии, Педагогического института, кафедры дошкольного образования, Федерального научного центра психологической медицинской академии, возглавляемый академиком Юрием Петровичем Зинченко, Александром Николаевичем Веракса. Поэтому большое количество ученых мы провели во всех наших районах исследований, порядка 3000 детей. Это одно из самых крупных исследований в Российской Федерации за современные годы. И что удивительно, буквально в эти дни будет презентован большой научный труд «Феноменология современного детства», куда вошли 4 якутских ученых, это порядка 700 страниц. Огромный. Это за последние 40 лет огромный труд, который описывает, как влияет цифровизация, как влияет современная среда, как изменилось детство, как влияет все то окружение, которое каждый день очень динамично меняется, и главное, какой он сегодня современный ребенок. Мы исследовали и физиологию, мы исследовали и психологию, мы исследовали и педагогические аспекты, как влияет цифровая среда, какой словарный запас у наших детей, как они вообще переживают то детство, которое сегодня есть. Конечно же, огромные изменения видим по сравнению с детьми 10 лет назад, 20, 30 лет назад. И на основе этого мы, самое главное, увидели, что на них больше всего влияет. И самое главное, как мы можем гармонично развить наших детей. За эти 5 лет мы издали совместно с ведущими учеными России 44 учебника благодаря поддержке акционерной компании «Алроса» и абсолютно бесплатно раздали огромному количеству детских садов, куда мы смогли добраться, и обучили 3215 педагогов абсолютно бесплатно на территории Республики Саха-Якутия. 68 воспитателей впервые в истории Якутии, благодаря поддержке Министерства образования, Алроса, Целевому фонду будущих поколений, обучились в Московском государственном университете на 3 курсах повышения квалификации. Это большой показатель. Я не спорю, Юрий Иванович, работа была проделана колоссально. Я хочу поговорить немножко про влияние. Вот сами сказали, что большая часть исследований посвящена именно тому, как среда влияет на наших детей. Изучали и влияние билингвизма, поскольку подавляющее большинство нашего подрастающего поколения растет в условиях двуязычия, иногда даже трехязычия. Что удалось выяснить, как эта среда влияет на когнитивность? Прежде всего, надо сразу сказать, что дети билингвы обладают большими когнитивными способностями. Это и мыслительные процессы, и умение переключаться от одной задачи к другой задаче. Это нетривиальная система мышления. Все-таки двуязычие, изучение языков на достаточном уровне при развитии регуляторных функций, то есть способности контролировать свои эмоции, способности усидчивости, дает колоссальный результат. Например, словарный запас, пассивный словарный запас и русского, и якутского языка в 2,7 раза больше, чем у монолингвов. Это большой показатель. Решение задач логических и так далее
вы более чем 4,1 раза быстрее у билингвов. Но, надо сказать, язык матери должен пойти вперед. И потом параллельно идет русский язык, и тогда вот если среда воспитывает, это очень хорошо. Конечно, есть и дети, которые имеют достаточно малый словарный запас и родного языка, и русского языка, и таких детей достаточно. И когда они слишком идут в кашу, конечно, мы видим, что они наоборот мешают детям в развитии. Очень важно вообще успех ребенка в будущем кроется, вот наши исследования убедительно доказывают, в развитии регуляторных функций, то есть способности управлять своим поведением. И очень большое влияние сегодня на детей оказывает цифровая среда. К большому сожалению, в сравнении с 17 регионов Российской Федерации, где проводились исследования Московского госуниверситета и наши, по влиянию цифровой среды, сколько дети сидят за телефонами, гаджетами и так далее, компьютерами, дети Якутии сидят больше всех времени, до 2,6 раза больше. 72 часа у дошкольника достигает время, когда он сидит с телефоном. При этом абсолютно бесконтрольно. Наши родители самые мягкие, выбирай, что хочешь и так далее. Лишь бы меня не трогай, я отдохну, я устал и так далее. Это самое плохое влияние. Если мы хотим, чтобы наш ребенок в будущем был успешен, чтобы он не испытывал проблемы в обучении, в карьере, вообще в жизни, то надо уделять ему большое количество внимания. И прежде всего в общении и в игре, в живой игре развивается ребенок. И удивительным фактом, к сожалению, отрицательным, мы сегодня можем констатировать, что большинство детей не умеют играть. А именно игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Я призываю всех родителей играть с детьми, именно научить их, а потом они сами пойдут. Разрешать играть с другими детьми. Обязательно. Вот именно в этом общении дает очень большое. И социализация это в первую очередь Это ребенка. конечно. Это самое Юрий Иванович, я знаю, что проводилось еще масштабное исследование развития детей из городских и сельских поселений нашей республики. В чем отличие, в чем схожести? Отличия есть. Прежде всего, необходимо сказать, что дети из городской местности больше уделяют времени именно цифровым ресурсам. Потому что интернет лучше. Интернет лучше и так далее. А дети в сельской местности более физически развиты, у них меньше сидят, и у них даже... Но словарный запас, конечно, у городских мы отмечаем намного больше, в сельской местности более монолингвов. И, конечно, ключевое отличие мы видим в физическом развитии. Дети в сельской местности более физически развиты. И удивительный факт, то, что городские дети все-таки более, мы можем сказать, настырнее, более общительнее, ну, видимо, потому что здесь большое количество детей, и поэтому такие сравнения есть. И поэтому, когда мы работаем, мы прежде всего детским садам, воспитателям, родителям сельской местности говорим, должно быть большое количество общения, должно быть большое количество диалогов, чтобы вот ребенок не чувствовал себя дискомфортно в определенной среде. Вот подобное в городской среде практически мы не наблюдаем. То есть я так понимаю, что то, что есть, допустим, у детей в городах, этого нет у детей в деревне и наоборот. Конечно. Тогда мы детей на лето из города в деревню, из деревни в город. Можно И вот было. такая у нас обмен Но получается. деревня лучше все Да. равно. Согласен, физическое развитие ребенка в первую очередь. Знаю, что еще изучали влияние шахмат на развитие личности ребенка. Почему именно этот вид спорта? Я понимаю, почему, но это же, казалось бы, достаточно сложный для понимания даже взрослого вид спорта. Надо сказать, что о шахматах говорят очень много, и оно становится сегодня очень модным. Сегодня очень большое количество открывается дополнительных кружков, платных секций, частных организаций, индивидуальных предпринимателей по развитию шахмат. Конечно, исследования есть, они в основном более к старшему школьному периоду. И вот наша была задача изучить, а как влияют шахматы именно на детей дошкольного возраста. Феноменально влияет. Память улучшается раз, мыслительные процессы два, математические способности логического мышления улучшаются, они намного больше, не говоря о грамотности, потому что мы исследовали в детском саду, и как это влияет. Эти дети идут в начальный класс. Начальный класс тоже мы исследовали. И вот дети, которые занимались шахматами с детского сада, они очень
намного превышают по всем показателям. Это и словарный запас, это и логическое мышление, это способность быстро решать, это правильно и грамотно решать математические задачи, логические задачи, способность переключаться, когнитивная гибкость Стратегия называется. планирования. Ну, естественно. Поэтому мы сегодня 100% и четко можем сказать, что каждый ребенок дошкольного возраста, как говорил первый президент нашей республики, должен, обязан заниматься шахматами. Это гарантия его, определенная гарантия его успеха в будущем, по крайней мере, в когнитивном развитии. Когнитивных способностей. Юрий Иванович, ну вот мы с вами сегодня буквально по вершкам тех исследований, которые провели ваши коллеги, прошлись. Вот все те данные, которые получены в рамках этого масштабного пятилетнего исследования, какую практическую пользу, какое практическое применение оно может найти в педагогах именно, и дошкольного, и школьного? Именно Министерство образования нашей республики, целевой фонд будущих поколений, перед нами именно ставил, что не должны быть такие талмуды, которые лежат, поэтому каждое научное исследование, которое нами проводилось, оно прежде всего было обязано разработать практическое пособие. Когда мы смотрели психическое развитие детей, нам надо было разработать программу именно развития в этом направлении. И вот мы в этом направлении разработали парциальную программу патриотического воспитания, где особо выделяли роль родителей, что должен делать родитель, как он должен играть со своими детьми, как он должен объяснять. Что такое патриотизм? Это прежде всего любовь матери, к любви отца, к родной земле, к родному наследию, к родному городу, родной республике, конечно, великой стране, в которой он живет. И самое главное, как это должно происходить. И вот здесь была одна из фундаментальнейших открытий, которое сделал Николай Евгеньевич Веракса, мы его здесь включили. Вот ребенок живет, развивается в зоне ближайшего развития, которое его окружает. Родители являются тем эталоном, к которому ребенок так или иначе стремится и вырастает по их образу и подобию. Раз. Но при этом эталон, взрослые люди, мы являемся уже как бы прошлым. Язык не мы придумали, одежду не мы придумали. Мы уже те культурные образцы, которые уже созданы, как бы мы прошлое, а ребенок будущее. Тогда, если ребенок живет и развивается на основе прошлого, как же он создаст будущее? И вот здесь в нашей программе очень широко и хорошо раскрывается пространство детской реализации. Как создать ту среду, где ребенок мог бы творить? Если в зоне ближайшего развития ребенок является ведомым, а взрослый ведущим, то мы говорим о технологии, где ребенок является ведущим, его голос, конечно, на основе тех норм, культурных, социальных традиций, которые он освоил в зоне ближайшего развития, а в пространстве детской реализации взрослый является ведомым, а ребенок ведущим. Конечно, его направляем, смотрим, и он должен создать тот социальный продукт, который сам придумает, который будет воплощением прошлого. И он не должен бояться преодолевать предел человеческого мышления. Потому что в большинстве случаев этого не надо делать, это не надо, это не надо. И ребенок вырастает во взрослой жизни, ой, этого я боюсь, это начальство не одобрит, это... и сидит обычный человек. А мы должны воспитать творческую, инновационную личность, который хотел бы жить, творить и любить родную землю. И достигать и всего. достигать и сворачивать всего. горы на своем Конечно. пути. Юрий Иванович, я считаю, что это, вот мы так с вами очень хорошо закрываем нашу с вами тему. Отличная рекомендация для родителей. Не нужно уповать на преподавателей, что вот там вашего ребенка воспитают. Нет, прежде всего Воспитывает родители. только семья. Юрий Иванович, я благодарю вас за интересную беседу, ваших коллег за монументальное исследование. Уверен, что в ближайшие 5-10 лет еще больше исследований будет. Мы поймем, чего хотят наши дети и к чему мы должны стремиться в их идеальном воспитании. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в студию. Это было актуальное интервью. До встречи.